Таджикистан в списке 12 стран мира, где больше всего осуждены журналисты. Какие новые документы подписали Таджикистан и Пакистан? По факту смерти 3 погибших таджикистанцев в Подмосковье возбуждено уголовное дело. В офисе партии президента Франции проведены обыски. Польша признала Россию государством-спонсором терроризма. Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» внесла Таджикистан в список 12 стран мира, где больше всего осуждено представителей средств массовой информации. Об этом сообщает служба новостей Центральной Азии. В опубликованном 14 декабря докладе организации говорится, что в Таджикистане 6 журналистов приговорены к различным срокам тюремного заключения. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. Авторы доклада отмечают, что судебные процессы над журналистами прошли не в зале суда, а в помещении следственного изолятора при закрытых дверях. Некоторые из арестованных жаловались на пытки. С призывами освободить журналистов и блогеров выступили некоторые международные организации. Реакция власти Таджикистана на эти призывы не последовала. 8 новых документов были подписаны в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пакистан. Как сообщает пресс-служба президента, Эмомали Рахмон назвал важным результаты встречи с пакистанским премьер-министром Шахбозом Шарифом, отметив, что достигнутые договоренности наравне с подписанными актами придадут новый импульс отношениям двух стран. Одной из тем была сфера транспорта, в том числе готовность по выходу Таджикистана в морские порты Карачи и Гвадар в Пакистане. Говорили стороны также о проекте «Газа-1000», заинтересованности в присутствии пакистанских компаний в Таджикистане и создании совместных компаний, а также о региональных проблемах. По данным пресс-службы, Эмомали Рахмон пригласил Шахбоза Шарифа посетить Таджикистан в любое удобное для него время. После завершения переговоров состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве между Таджикистаном и Пакистаном. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 2 взрослых и 4-летнего ребенка в частном доме в Раменском районе Подмосковья, сообщила ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел 3 граждан одного из соседних государств, в том числе 4-летнего ребенка, сообщили в Главном следственном управлении. Хозяин дома в бессознательном состоянии госпитализирован. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По завершению осмотра будет назначен ряд экспертиз. В правоохранительных органах уточнили, что 3 погибших граждане Таджикистана, а госпитализированный гражданин Китая. Он не является хозяином дома. Один из погибших работал перевозчиком с таджикского на китайский. В родственных отношениях с женщиной он не состоял. Предварительно она подруга хозяина дома. Причиной смерти стало отравление газа. Тем временем посольство Таджикистана в России отслеживает ситуацию с гибелью 3 граждан Таджикистана в Раменском районе. Родным и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь, сообщает посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации на своей страничке в Facebook. В офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», а также в штаб-квартире МСКНЦ в Париже проведены обыски в связи с делом о финансировании предвыборной кампании Макрона американской консалтинговой компании, сообщил среду телеканал БФМ ТВ со ссылкой на прокуратуру Парижа. Жандармы провели обыски во вторник в рамках расследования финансирования предвыборной кампании Макрона в 2017 году американской консалтинговой фирмы по судебному поручению Национальной финансовой прокуратуры Парижа, уточнил телеканал. В партии заявили о готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна в этом деле. Сам Макрон заявил, что узнал о расследовании из СМИ, добавив, что счета компании в 2017 году уже неоднократно проверялись и что ему никто не писал и не звонил по этому делу. Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В поддержку документа проголосовали 231 депутат, еще 226 человек не участвовали в голосовании, указывает польское агентство печати.
Как указано в документе, Российская Федерация систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, аннексирует территории других государств, совершает вооруженные нападения, совершает военные преступления и геноцид, а также занимается враждебной экономической деятельностью, в частности в области энергетики. Тем самым Польша пополнила список стран Евросоюза, в которых после начала военной агрессии Москвы против Украины были приняты резолюции о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.